Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava. Здравствуйте, дорогие друзья! Исянмысыз! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И мы сегодня поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. И сегодня с нами готовит Ринат Касимович Акчурин, подполковник полиции. Здравия желаю, Ринат Касимович! Здравствуйте. От всей души вас поздравляю. И я смотрю, не с пустыми руками. Да, обязательно мы с подарками, как обычно. Милиция без подарков не приходит. Ну, не ко всем, не скажите. Но к нам с подарками это хорошо. Ну, каждому свой подарок. Вам вот маечка. Ой, здесь написано «Закон меня защищает», и это правда. Спасибо, спасибо. Но это еще не все. Так как я представляю Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, вот я хотел вам подарить такую электронную книгу. Дело в том, что к каждому юбилею каждая служба выпускает книжки о достижениях, о ветеранах, о молодых сотрудниках. Мы решили немножко пойти дальше, и к 75-летию нашей службы мы выпустили вот такую электронную книжку. В ней можно найти все книги, которые издавались про нашу службу, все фотографии, которые мы делали наших ветеранов, наших сотрудников. То есть можно почитать статьи про нас, поздравления руководства МВД в этой электронной книжке. То есть вот такой. То есть, дорогие друзья, здесь есть все. Спасибо большое еще раз за подарки и с праздником. Спасибо большое. Акчурин Ринат Касимович, подполковник полиции, начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Родился в 1969 году в Баку. Закончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности бухучет, анализ, ревизия и контроль хозяйственной деятельности. Также окончил Казанский юридический институт. В 1997 году пришел оперуполномоченным в ОБЭП Вахитовского района Казани. Раскрыл несколько крупных дел, за что 2 года спустя был приглашен в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. С 2007 года по 2011 работал в должности начальника отдела координации деятельности органов внутренних дел по выявлению преступлений в ведущих отраслях экономики. А с 2012 года и по настоящее время занимает должность начальника отдела организации агентурно-оперативной работы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Ринат Касимович, расскажите, пожалуйста, с каким рецептом к нам пожаловали? Сегодня, если вы позволите, мы будем готовить плов с курицей. Этот плов я называю дачным, потому что готовлю его в основном на даче, желательно на открытом огне. Ну, название интригующее, тем более давно мы не готовили плов из курицы. Все у нас уже на столе. С чего начинаем? В первую очередь казан, его ставим, пока он слегка так тихо-тихо. На медленный огонь, медленный, да. Нагревается. Мы должны разделать курицу, нарезать морковь, нарезать лук. Приступим? Приступим. Я могу взять самое ответственное на себя. Все договорились, тогда я приступлю к моркови. К луку. К луку сначала. Да. Итак, готовим плов из курицы. Ринат Касимович, мой любимый вопрос. Что вы готовите? Любите ли вы готовить? И как часто это получается у вас? В основном это получается на даче. Готовить, конечно, я люблю. В основном это летом на даче, когда приезжает много гостей. Ну, плов в обязательном порядке. Уху люблю готовить. Ну, естественно, шашлыки. На даче без шашлыков это обязательно. Есть свои фирменные рецепты шашлыков. Ну, давайте один из них. Все-таки программа у нас кулинарная. Как быстро и вкусно приготовить шашлык? Если вам необходимо быстро приготовить шашлык, долго не ждать его, скажем, пока он замаринуется? Да, замаринуется. Вот. Необходимо купить
2-3 киви. Я думал, скажешь, необходимо купить готовый шашлык и не ждать. Можно и так, это тоже, кстати, вариант. Ну, в нашем случае нужно киви. Нарезаете мясо, кладете в пакет полиэтиленовый, разрезаете киви, давите его, и весь этот сок, который вы получаете, в этот же пакет. Вот, ну и можно специи по вкусу. Далее это все маринуется минут 30-40, не больше. Всего лишь? Всего лишь. После этого насаживаете на И готовите. на огонь. Дорогие друзья, если вы этот рецепт не слышали, запишите его и напишите акчуринский рецепт приготовления шашлыка. Курочка готова. Если можно, вот ножки вот здесь порезать. Да, крылышки, вот эти. Вот тоже видите, как все конечно. строго-то. Заметили, да, дорогие друзья, как Ренат Касимович бдит за процессом. Но следить, как говорится, это в вашей крови. Ну да. Расскажите секрет. Вот мне кажется, многие мечтают стать врачом, водителем, космонавтом. Мечтали стать полицейским? Я даже и не предполагал. Первое мое образование – это экономическое. Я закончил экономический вуз, работал экономистом, бухгалтером, бухом. Да. Теперь я вижу связь. Видели, как работают бухгалтера, экономисты, и думаете, нет, надо навести порядок. Нет, просто в 90-х годах, когда я был еще очень молодой, что-то потянуло за романтикой, и я ушел в органы внутренних дел. Очень романтичную профессию. Да, начинал с простого оперативника в Ахитском РОВД, параллельно получал юридическое образование. Вот так получилось. Но Не заметил, как прошло 20 лет. вот насколько отличается работа вот в те 90-е и сейчас, вот через 25 лет? Ну, во-первых, Условия работы изменились ли, зарплата, я не знаю. зарплату по сравнению с 90-ми начали платить. Тогда она тоже была, но сейчас ее платят. Да, тогда было немножко сложнее с этим. Во-первых, изменилось законодательство, изменились подходы к работе, к оперативной работе. Поэтому действительно нынешним сотрудникам тяжелее, которые сейчас вот... Наоборот, тяжелее? Тяжелее, да, намного тяжелее. У нас ненадмирный рабочий день, и иногда приходится работать действительно... Давайте только о плюсах. Хорошая профессия, друзья, приходите в полицию. Между тем, процесс приготовления плова с курицей в самом разгаре. Что мы делаем дальше? Лук готов, курочку порезали. Нужно залить масло в казан, он уже немножко разогрелся. Да, тут все на максимуме. Да, чуть-чуть прибавляем. И сейчас мы заливаем масло. Ну, примерно столько масла отмерил Ренат Касимович. Так. И в это масло, которое сейчас уже закипает, кстати, потому что казан горячий, мы засыпаем лук. Лук, но не этот. Вот этот, если вы позволите. Цельный лук. Мы его просто кладем в казан, потом вынимаем и можно выбросить. Вот. А ведь подполковник полиции, а такие секреты кулинарии. Так, пока его оставляем. Казан лучше открыть. С открытым? Да. Хорошо. Крышку, она нам пригодится только в конце. Так, тогда я предлагаю лук пересыпать в эту тарелочку. Я сейчас курочку уберу. И морковь. Да. Через терку? Колечками? Нет. Желательно либо соломкой, либо квадратиками. Ну, давайте соломочкой. Давайте соломочкой. Ренат Касимович, мы сегодня празднуем День полиции. И мне кажется, вот можно уже нашим зрителям несколько секретов вашей работы поведать. 18 лет назад вы стали работать тогда еще милиционером, сейчас полицейским. С чего началось? Ваше первое серьезное дело, которое потрясло Казань? Ну или просто первое дело? Это был действительно 97-98 года. Я пришел работать оперативником в Ахитское РОВД. Первым таким делом серьезным было нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на закупку различного оборудования для предприятий города на сумму, ну тогда все в миллионах измерялось, да, тогда сумма была в миллиард рублей. Вот. Ну, я бы не сказал, что оно потрясло Казань так сильно. Но очень на памяти интересное дело, когда я уже работал в центральном аппарате МВД Республики Татарстан, мы выезжали в районы с проверками, и вот в районах были обнаружены хищения пестицидов, которые посыпаются на поля, где растет сахарная свекла, вот морковь растет, вот, и эти поля должны удобряться
удобрения. То есть для То есть хищение удобрений, да, если простым языком? это для того, чтобы не росли сорняки, чтобы урожай не пропал и так далее. Вот. В результате эти пестициды воровались, и на поля сыпалось недостаточное количество этих удобрений. На первый взгляд этого незаметно, вроде бы, мешок высыпал или полмешка, а на самом деле ущерб, который получали в дальнейшем, он действительно исчислялся миллионами. Это и урожай, который гиб от сорняков, это и техника, которая расходовала, и топливо, и техника, и рабочая сила, которая использовалась на... Нашли, куда уходили пестициды? Естественно, был задержан главный агроном, было возбуждено уголовное дело, то есть ущерб был возмещен. И почетная грамота от Министерства сельского хозяйства. Кстати, было благодарственное письмо. Ренат Касимович, предлагаю проверить наш лук. Кстати, он уже, посмотрите, почернел. И аккуратненько здесь уже лук стреляет маслом. Что делать? Предлагаю вызвать ОМОН. Я думаю, мы справимся с силами нашего управления. Вытаскивайте его. Так, значит, лук, который стреляет, мы убираем. Да, и можно его выбросить. И засыпем лук, который мы нарезали. Ох ты. Перемешаем с маслом. И обжарим. Слегка посолим. Чуть-чуть. Так, Руслан, специи есть у нас? Есть. Специи есть для плова специальные. Все, добавляем чуть-чуть специй. Так, для общего. Достаточно. Перемешиваем. И оставляем пока. Да, немножко, чтобы он лучок прожарился. Морковку мы нарезали, пока ее отложим. А я сейчас проверю, как наш лучок. Лучок, кстати, приобрел уже такой красивый золотистый цвет. Вот это значит, уже пора закладывать мясо. Прибавлю огонь. Ну, не очень много. Ну, бисмилля рахман рахим, и пошла курочка. Ренат Касимович, пожалуйста, следите за процессом, как вы обычно это делаете. Ну и следующий вопрос. Кстати, как вам сегодня? Вы же обычно сами вопросы задаете. Тут всю программу я вам вопрос. Нормально себя неловко чувствуете или как? Да лучше вы мне, чем мы вам. Согласен. Итак, следующий вопрос. Вот как обстоят дела в полиции сейчас с кадрами? Вот и нехватка кадров, или наоборот, все идут, я хочу быть полицейским, я хочу работать в органах внутренних дел. Очередь, конечно, наверное, не стоит, но все-таки кадры на сегодняшний день у нас высококвалифицированные. Есть у нас в Республике Татарстан высшее учебное заведение Министерства внутренних дел Российской Федерации, Казанский юридический институт, который готовит квалифицированные кадры для Министерства внутренних дел. И действительно, молодые люди, которые заканчивают данный вуз, они получают не только, скажем, теоретические знания, но и практические, так как они постоянно на протяжении всей учебы. Это курсанты, это полицейские, они на протяжении всей учебы проходят практику в органах внутренних дел, в той или иной службе. К нам в управление тоже приходят, мы их практикуем. И уже к окончанию института они выходят готовыми сотрудниками и с практическими знаниями, и с теоретическими. Им уже легче вливаться в работу. А мы сегодня выливаемся в кулинарную работу и продолжаем. Кстати, курочка у нас уже закипела здесь. Да, нужно добавить соли и добавить приправы. Так, немножечко посолим. И приправу. И приправы, да. Приправы можно чуть-чуть Побольше. да. Приправы не жалеем. Что у нас еще осталось? Так, рис, кстати, мы промыли. Он у нас пока ждет своей очереди. Ждет. Нам нужно хорошенечко прожарить мясо, постоянно его помешивая с луком. Так, тогда я останусь на посту и буду следить за мясом. Что у нас еще из овощей осталось? Нам нужно почистить чеснок. Прошу вас. Сколько чеснока? Побольше, поменьше? 2 головки, я думаю, хватит. Достаточно, да? Так, мы будем чеснок как-то мельчить? Нет, мы просто режем головки. Кстати, можно до конца даже не чистить его. Оставить слегка в кожуре. Ренат Касимович, я открою нашим зрителям один из ваших секретов. Дело в том, что перед вами не только подполковник полиции, но еще и замечательный автор собственных стихотворений. Откуда у вас это хобби? Расскажите, пожалуйста. Ну, это все как и у всех в юношестве. Все, наверное, писали стихи о первой любви. Все, наверное, писали стихи о том, о чем думали. Но мне это как-то пошло дальше. Иногда излагаю свои мысли в
стихотворной форме. Я предлагаю сейчас подарить нашим зрителям стихотворение. Мне далеко уж не 16, да и давно не 25. Но иногда ведь так охота все взять и заново начать. Забыть про боль, расправить плечи, вдохнуть всей грудью глубоко. Все отложить, звонки и встречи, почувствовать себя легко. Сменить костюм на джинсы с майкой, втянуть живот и не зевать. Собрать друзей и шумной шайкой валиться в клуб и зажигать. Так хочется лет 20 скинуть, почувствовать, как кровь бурлит, что можно даже горы сдвинуть, и сердце, что огнем горит. Но жизнь идет, и мне не стыдно за каждый год, за каждый шаг. И был бы шанс прожить вторично, прожил бы ее только так. Мы продолжаем программу «Секреты татарской кухни». Сегодня поздравлять всех сотрудников органов внутренних дел. А слева от меня подполковник полиции Ринат Касимович Акчурин. Еще раз искренне мои поздравления. А готовим мы сегодня праздничное блюдо – плов из курицы. Пойдемте посмотрим, как у нас обстоят дела. Так, курица уже готова. Да, она так обжарилась. Я вообще сразу бы кушал. Засыпать морковь, но это же будет другое блюдо. Так, давайте морковь. А я напомню, мы обжарили лук, потом добавили курочку. Сейчас она у нас тоже золотистого цвета. До полуготовности мы ее довели. И сейчас морковку. Посолим? Чуть-чуть, да? Чуть-чуть посолим. И чуть-чуть специй. Специи, да. Можно чуть побольше. Побольше. Сегодня мы разговариваем о полиции. Сегодня мы разговариваем об этой замечательной профессии, о тех людях, которые работают там. А вот несколько слов о вашем подразделении, в котором вы работаете. Служба экономической безопасности и противодействия коррупции. В свое время это небезызвестное БХСС, управление по борьбе с расхитителями социалистической собственности. Была создана в 1937 году. Выделена из состава уголовного розыска и уже имеет 78-летнюю историю. На счету нашей службы в российском масштабе очень много интересных уголовных дел, очень много крупных задержаний, возврата бюджетных украденных денежных средств. То есть есть чем за этот период действительно гордиться. Можно сказать, что вот ваше подразделение самое устрашающее из всех, которые есть в полиции? Да я думаю, что нет. Сказать, что вот так нас прям сильно боятся. Нет, не боятся, а уважают, да? Нас уважают. Итак, сейчас у нас морковочка дойдет, и мы будем добавлять рис. Остается у нас последний штрих приготовления плова. Да. Мы засыпаем рис. Да. На самом деле это очень ответственно, поэтому рассказывайте, как, что. Рис нужно засыпать так, чтобы он полностью накрыл поверхность. Но здесь вот самое главное не переборчить затем с водой. Ведь многие ведь на этом и погорают приготовление плова. Не рассчитывают количество воды и вместо плова получаете кашу. Кашу. Насколько вот вы заливаете рис водой? Ну, где-то на фалангу. Вот так. Пальцем. Пожалуйста, вот водичка. Сначала до водички. Сначала чесночок. Да, мы воткнем вот чесночок. Для аромату. Совершенно верно. И заливаем. Давайте, кстати, у нас 2 чайничка. Один вам. До того, как Сбоку. залить, до того, как залить, мы все-таки еще добавим специй. Специи. Соль. И соль обязательно. То есть я смотрю, вот в этом рецепте вы специй не жалеете. Нет, специи здесь жалеть вообще не нужно. Последний штрих, заливаем воду. Да, но для этого нам нужна шумовка. Шумовочка, сейчас, секунду. Пожалуйста. И через шумовку мы заливаем воду, проводя ее по всему То есть вводим вот так вот, да? Да. Вот по всему казану. Сколько томится у нас плов на огне? Ну, я думаю, минут 15-20. Ну, сначала будем следить за водой. Вода должна выкипеть. Воды пока достаточно. Я думаю, что да, чесночок выпал один. Будем закрывать крышечкой? Нет, пока нет. Ну а пока наш плов готовится, я поделюсь с вами рецептом приготовления вкусного десерта. Для десерта нам потребуется 3-4 банана, мед, сахар, хорошее настроение и подсолнечное масло. Я попрошу вас очистить банан, порежем его кружочками, толщиной где-то 1,5 сантиметра. А предварительно нам Что нужно... мы про плов-то мы и забыли. Плов у нас уже практически готов, нужно уменьшить Температуру. Да.
и накрыть его крышкой. Но здесь есть секрет у Рената Касимовича. Расскажите, пожалуйста, почему мы используем в данном случае столовую салфетку? Да, если мы накроем плов крышкой, пар, который, значит, осядет Вот он выходит, на кстати. крышку плова, он обратно каплями стечет в плов. А это нам не нужно. Плов должен быть рассыпчатый. Мы для этого полотенце накрываем крышечкой и вот так. Чтобы всю влагу вбирало в себя наше полотенце. Ну а у нас десерт. Пока вы сейчас режете бананчик, я расскажу, как мы готовим карамель. Для этого немного растительного масла, ложечку сахара, можно, кстати, и 1,5, и мед. Из всего этого мы получаем карамель, на которой мы будем обжаривать наши бананчики. Для особого вкуса нашей карамели мы добавим немного корицы. Буквально вот щепоточку. У нас карамель готова, и мы сейчас будем закладывать туда бананы. А между тем наш десерт подоспел. Приобрел красивый цвет. И вот такие ароматные карамелизированные бананчики у нас получаются. Насколько они получились вкусными и удачными, мы узнаем после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Плов с курицей от Рената Акчурина. В казане на растительном масле обжарили целую луковицу, затем убрали ее. Обжарили до золотистого цвета нарезанный средними кубиками лук. Курицу разрезали на куски и добавили в казан к луку. Посолили, приправили специями для плова. Когда курица зарумянилась, выложили в казан нарезанную соломкой морковь, также приправив ее специями и солью, и жарили еще 15 минут. Добавили рис, залили его сверху кипятком через шумовку так, чтобы вода покрывала рис на 1 сантиметр. Положили зубчики чеснока и готовили без крышки 15 минут, не перемешивая. Затем убавили огонь, накрыли казан крышкой, обернутой вафельным полотенцем, и довели до готовности. В завершение все перемешали и подали к столу. Банановый десерт. Бананы нарезали кружочками, на сковороде смешали растительное масло, мед, добавили сахар и щепотку корицы. Когда карамель прогрелась, выложили бананы и обжарили на среднем огне с 2 сторон до аппетитной корочки. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А у нас накрыт праздничный стол, и мы сегодня отмечаем профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. И еще раз, Ренат Касимович, я вас лично поздравляю. Готовили мы сегодня плов с курицей. Прямо сейчас мы его попробуем, а потом уже к десерту. Я думаю, сейчас все сотрудники полиции думают, ну как же получилось у Рената Касимовича, те, которые знают лично вас, а вас знают все в Татарстане. Итак, позвольте еще раз пожать вашу руку. Плов получился что надо. Ну, во-первых, мне кажется, самый главный секрет, когда плов готовят мужчины, 99% успеха обеспечено. Да, мужская рука. Она... Курочка удалась. Плов прекрасен. Значит, и праздник наш сегодня получился. Предлагаю запить все это чаем и попробовать наш десертик. На десерт у нас карамелизированный банан. Вот такое сложно произносимое вкусное блюдо. Мне кажется, если все сотрудники полиции будут, ну, как минимум, завтракать этим десертом, то и с хорошим настроением они будут приходить на свое рабочее место. Согласны? Наверное, Ну, оригинально же, вкусно, очень легко, вкусно, легко. и готовится быстро. Оба блюда у нас сегодня удались, ну а сейчас самое время вручить вам подарок от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды. Компания Кукмара представляет инновационную линейку посуды с мраморным покрытием, которая специально разработана, чтобы помочь вам в создании ваших кулинарных шедевров. А высокотехнологичное покрытие обеспечивает легкость ухода и сохранение внешнего вида посуды. Какими бы вкусными у нас блюда не получились, но программа наша подошла к концу. И еще раз я искренне поздравляю всех сотрудников МВД Республики Татарстан с профессиональным праздником. Я тоже, пользуясь случаем, хотел поздравить всех сотрудников, действующих сотрудников и обязательно наших ветеранов с праздником Дня сотрудника органов внутренних дел. Счастья вам, здоровья, благополучия, здоровья вашим близким, вашим семьям, чтобы все у вас в жизни было хорошо. И хочется добавить спасибо, что вы у нас есть.
Сегодня для вас готовили Руслан Шарафутдинов и подполковник полиции Ренат Касимович Акчурин. С праздником! Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.